Я просто скажу несколько слов. Дело в том, что темой депортации я тоже занималась, как и многие наши историки. Просто два таких вот момента, о которых очень мало говорится. Первый момент – это когда обвиняли ингушей, сейчас мы будем говорить про ингушей, да, ингушей в том, что это были бандиты, о том, что были бандитские какие-то группировки, формирования, да, называли количество их. И, например, была проведена такая работа, когда взяли списки тех людей, которые были причислены к бандитским формированиям, и среди этих людей были найдены просто один список, который был у нас на руках. В этом списке были найдены 3 фамилии людей, которые умерли в 23-м, 24-м, 27-х годах. То есть этих людей просто не было в живых. И их вписывали в эти списки, их формировали. И это к тому, когда сегодня говорят, есть архивные документы, это говорят наши оппоненты. Они говорят о том, что вот смотрите, вот есть документ архивный, где написано, называют фамилии, имена, отчества и так далее. У меня очень большая просьба ко всем исследователям, которые занимаются этой темой, критически относиться к тем архивным материалам, которые попадают к ним в руки. 100 раз надо проверить и перепроверить, прежде чем делать заключение на основании каких-то архивных материалов. Второй момент, о котором я говорила, у нас есть исследователи, я не буду сейчас их называть, которые говорят очень заумные вещи, и о том, что причина выселения, депортации была экономическая причина, называют ее одной из основных причин. Это, конечно, не соответствует действительности, когда я ей говорю, ну хорошо, у чеченцев и ингушей была нефть, а у балкарцев было что, яблоки? Что у них было, значит, так, чтобы экономически... И те освобожденные территории после нашей депортации, кого переселили туда? Очень многих людей переселяли насильственно. И ничего особого они за эти годы нашей депортации, за эти 13 лет не сделали. Ну, кроме той самой нефти. Ну, а нефть и так она вывозилась. То есть еще до депортации, во-первых. Во-вторых, в нефтяных промыслах работали ингуши. И в 1942 году нефтяники ингушети были награждены орденом Ленина за заслуги, за то, что нефть снабжали нефтью. И именно ингушская нефть заливалась в наши самолеты, и свою лепту внесли наши нефтяники в первую очередь. И поэтому это один. И еще вы знаете, что в 1942 году, в декабре, в начале 1943 года мы, совершили, население Ингушетии совершили трудовой подвиг. И женщины, и подростки, и старики, и рыли траншеи, не пропустили фашистов на Малгобекском рубеже, и мы защищали нашу родину, отбили фашистов. И всем известно, что произошло бы, если бы фашисты захватили бы нашу нефть. Я работаю в нефтяной отрасли, уже 9-й год, занималась историей этого периода, да, и должна вам сказать, что была только одна, некоторые знают, некоторые не знают, одна единственная скважина, которая работала, ее называли партизанкой. И оттуда ночью в потемках, добывали нефть, которая необходима была для керосина. Вот таким образом, и ни одной капли нефти фашисты не получили, десятки раз, более 10 раз переходили из рук в руки, но все-таки удержали рубеж и не пропустили фашистов. А что было бы, получив они эту нефть? Об этом можно только догадываться. Дальше был Грозный, дальше был Баку, и неизвестно, чем бы закончилось. И это была очень серьезная операция, и заслуга не только тех наших, которые воевали, наших мужчин, да, но и нашего трудового населения. И еще одна вещь очень важная. Вы обратите внимание, я исследователям говорю, молодым исследователям говорю, обратите внимание на такую вещь. Каким образом? Осетин, Сталин был осетином, это сегодня никто не опровергает, не опровергал ни он сам, не опровергал, вот как нам сегодня, да, сказали, не опровергает это ДНК, то, что было проведено совсем недавно, экспертиза, да. Это была не то, что он мстил ингушам, или чеченцам и другим народам, он еще изощренно мстил, понимаете, это была такая продуманная такая месть. Почему? Вы обратите внимание, например, ингушей выселяет, осетин оставляет, чеченцев выселяет, дагестанцев оставляет, балкарцев выселяет, кабардинцев оставляет, карачаевцев выселяет, черкесов оставляет. И что таким образом происходит? Когда через полосицы были депортированы народы, он прекрасно понимал, что если, не все равно умрут, да, рано или поздно, прекрасно знали психологию народов, прекрасно, они знали, как мы привязаны к земле. И посмотрите, то зерно, это злое зерно, которое было
посеяно Сталином, по сей день мы пожинаем эти плоды. И не только ингуши, не только, посмотрите, все депортированные народы, после того, как они были депортированы, земли, естественно, раз все это пустует, это переходило к соседям. Вот такое же противостояние сегодня, слава богу, это поменьше, между балкарцами и кабардинцами, между черкесами и карачаевцами, между чеченцами и дагестанцами. Это мы все прекрасно знаем. Ну, а из трагедии 92 года между ингушами и осетинами, это тоже те самые последствия. Поэтому вот этот момент тоже надо учитывать обязательно. И завершая, я хотела бы еще такую вещь сказать. Сегодня вот такой прекрасный, я попросила себе его, прежде чем вот выйти сюда, вышел прекрасный сборник «Я очевидец». Это 2-й том. Вы все прекрасно помните, как вот это вот все начиналось, особенно те, которые здесь работают давно, ребята. Это экспозиция, основа этой экспозиции, труд был заложен нашей Зарифы Саутиевой. Она собирала эти материалы, она формировала, делала эти выставки вместе с ребятами. Она является автором проекта «Я очевидец». И благодаря Зарифе Саутиевой появился первый сборник вот этих вот воспоминаний. Это ее заслуга, в первую очередь ее заслуга. Это человек, который изучал историю репрессий. Это человек, который вкладывал в душу каждую картинку, каждую фотографию, каждую страницу. И это человек, который сегодня незаконно репрессирован. Это является политической репрессией и уже 2 года находится в заключении. И это несправедливость. И когда-нибудь, когда появится очередной сборник «Я очевидец», будут ее воспоминания, когда она являлась очевидцем политической репрессии. Вот об этом мы тоже должны с вами говорить. Если мы не будем сегодня об этом говорить везде, где бы мы ни собирались, где бы это ни происходило, мы говорим об этом у себя дома, но мы должны об этом говорить громко, публично и так, чтобы нас слышали. Вот это очень важно. Я прошу об этом каждого. Я очень надеюсь, что третий сборник обязательно выйдет с участием уже нашей Зарифы Саутиевой. Третий сборник выйдет с ее участием. Алхамдулилlah, Талши Эндали. Я вам очень благодарна как директору за то, что вы вдохнули жизнь в музей. Мы с Зарифой переписываемся. Я Зарифе пытаюсь рассказывать какие-то вещи, которые что мы помним, что мы беспокоимся, что жизнь не остановилась в Ингушетии, что мы работаем, мы стараемся делать все, чтобы в нашей республике стало лучше. Я рассказала про вашу работу, я рассказала о том, как обновился музей, и обязательно напишу ей о том, какое прекрасное мероприятие было сделано вами сегодня, и что вы вдохнули жизнь. Отдельное за это вам спасибо. И дай Бог, чтобы у нас все было хорошо.